Добрый вечер, добрый день, в зависимости от того, где вы находитесь, в Уфе или в Чебоксарах. Я Даша, менеджер выставки «Праздники Вити и Чувашский арьергард». И у нас сейчас проходит параллельная программа, в рамках которой Ольга Скворцова нам сегодня расскажет про поэму «Нарспи». Вот, передаю слово Ольге. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые слушатели, уважаемые чебоксарцы, уфимцы. Я рада приветствовать вас сегодня на сегодняшней лекции. Сегодня мы с вами еще раз вспомним жизненный путь Константина Васильевича Иванова, раскроем особенности и своеобразие художественного мира великого чувашского поэта. Итак, давайте начинаем. Константин Васильевич Иванов. Гордость и слава чувашского народа. Один из основоположников национальной художественной литературы. Просветитель, демократ. Чувашский народ с волнением произносит имя Константина Иванова. За свою кратковременную жизнь Константин Иванов создал замечательные произведения литературы, оставил нашему народу богатое поэтическое наследие, представляющее огромную культурную и историческую ценность. Поэзия и язык поэзии Константина Иванова легли в основу развития всей чувашской художественной литературы и, конечно же, чувашского литературного языка. Чувашские поэты и писатели учились и учатся у Константина Иванова высокому искусству поэзии, литературному языку. Творчество великого чувашского поэта является также достоянием всей мировой культуры. Выдающемуся российскому поэту Сергею Михалкову принадлежат следующие слова. Константин Иванов внес золотую искру собственного дарования в общий благородный свет земли, свет разума всех народов. Рассматривая творчество поэта в контексте мировой культуры, известный чувашский литературовед Юрий Михайлович Артемьев отметил: самобытная эстетическая вселенная Константина Иванова, сохраняя узнаваемость чувашского начала, перешагнула границы национального и стала достоянием и других культур, языков мира. Это значит, что великий поэт через собственно чувашское особенное, неповторимо своеобразное, сумел выразить общечеловеческие эстетические ценности и философские идеи. Константин Иванов обладал даром художника возрожденческого типа. Вызывает несомненный интерес и высказывание народного поэта Чувашии Петра Хузангая. Гений народа, да, без всякого преувеличения, это был гений, прежде всего проявившийся в Нарспи, так же, как кипучая деятельность Яковлева, только в иное время, в иных условиях и иными средствами, определил судьбу всей чувашской культуры. Он вдохнул в народ веру в свои творческие возможности, разбудил своей волшебной свирелью потенциальные силы. Константин Васильевич Иванов родился 27 мая 1890 года в деревне Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан. Семья Ивановых принадлежала к известному чувашскому роду. Отец поэта Василий Николаевич был одним из богатых и грамотных крестьян Слакбаши. Он изучил основы земледелия, активно применял знания по агрономии при ведении своего большого хозяйства, удивлял односельчан своими прогнозами на урожай. Василий Иванович свободно говорил на русском, башкирском и татарском языках. Выписывал газеты и журналы. Вместе с женой Евдокией Васильевной они родили на свет 9 детей.
Константина, Екатерину, Марию, Квинтилиана, Просковью, Петра, Ивана, Валентину и Евгению. Однако двое из них, дочь Екатерина и сын Иван, умерли еще во младенчестве. Дошкольные годы Константин большей частью проводил у бабушки в соседней деревне Кайраклы. А восьмилетним мальчиком был отдан в сельскую начальную школу, которую закончил в 1902 году. После успешного окончания сельской школы он поступил в Белебейское городское училище. В 1903-1907 годах Константин Иванов, учащийся Симбирской чувашской учительской школы. В Симбирской чувашской учительской школе проявляются разносторонние таланты юноши. Константин Иванов промышлял столярным делом, занимался резьбой по дереву, писал маслом, делал декорации к театральным постановкам. Он отлично работал руками, изготавливал шкафы, столы и другую мебель. И даже собрал себе из дерева пишущую машинку. Она, кстати, дошла до наших дней и теперь хранится в литературном музее имени Константина Иванова в городе Чебоксарах. В Симбирской чувашской школе будущий поэт за короткий срок прочитал множество произведений русской и западноевропейской литературы. Чувашский прозаик Дмитрий Петров-Юман так вспоминал о встречах с поэтом. Когда я говорил с Константином, разговор всегда переходил на тему мировой литературы. Помню, часто спорили о божественной комедии Данте, о Фаусте Гёте. С возрастом Константин начинает все больше интересоваться произведениями поэтов-классиков. Когда был моложе, он интересовался Пушкиным и Лермонтовым. При этом юноша живо интересовался и национальной культурой. Приезжая в отчий дом на каникулы, он записывал семейные предания и воспоминания стариков-односельчан, тексты заговоров и народных молений. Так, летом в 1906 году в деревнях Кайраклы и Кистенли Белебейского уезда он записал тексты чувашских языческих молений и наговоров. Тогда же Константин приступил к составлению серии рассказов по семейным преданиям под общим названием «Два рода». Талантливый юноша не мог не привлечь внимание самого Ивана Яковлева. По его просьбе Константин Иванов начинает работу над религиозными текстами, в том числе над переводом псалтыри на чувашский язык. Также Константин Васильевич один за другим переводит стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова: «Узник», «Волны и люди», «Парус», «Горные вершины», «Утес», «Чаша жизни». Выполняет переложение на чувашский песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника, и удалого купца Калашникова. Тогда же им были переведены на чувашский язык произведения Огарева, Кольцова, Некрасова, Майкова, Бальмонта. Это был действительно период неистового творчества Иванова. В 1907-1908 годах поэт создает целый ряд оригинальных произведений. Трагедию «Раб дьявола», баллады «Железная мялка», «Вдова» завершает поэму «Нарспи». Из письма жены Ивана Яковлева Екатерины Алексеевны к своей невестке Ольге Петровне Яковлевой становится ясно, что поэма практически была автором завершена к середине января 1908 года. Тем не менее, автору потребовалось время на художественную отделку, оттачивание деталей и придание эпическому произведению совершенной формы.
Теперь Иван Яковлевич Яковлев целенаправленно думал о возможности провести рукопись через печать, пройдя цензуру. Яковлев, как никто, глубоко осознавал, что типографическое печатание поэмы Нарспи имело бы историческое значение, и оно ни много ни мало повлияло бы на развитие всей чувашской национальной культуры. Единственным событием, которому можно было бы приурочить издание оригинальных сочинений юного таланта и облегчить судьбу рукописи, было предстоящее осенью 1908 года чествование 40-летия Симбирской чувашской учительской школы, а также 60-летие ее основателя. Таким образом, публикация была осуществлена в издании «Сказки и предания Чуваш-Халабизем» в 1908 году в городе Симбирске. В 1909 году Константин Иванов экстерном сдает экзамен на звание учителя. Затем при содействии Ивана Яковлева становится учителем чистописания и рисования в женском двухклассном училище при Симбирской чувашской учительской школе. Здесь Константин Иванов реализовывает себя и как художник, и как переводчик, и как редактор, составитель, корректор. Поэт занимается и переводами. Он переводит религиозные тексты и песней Соломона. Как художник Иванов создает рисунки для букварей и декорацию к сценам из оперы «Иван Сусанин». Готовится к созданию либретто для оперы «Нарспи». Но, к сожалению, ему в 1914 году из-за болезни пришлось возвратиться из Симбирска на родину. Он заболел туберкулезом, и 26 марта 1915 года поэт умирает. Литературно-художественное наследие Константина Иванова, небольшое по объему, включает в себя произведения разных жанровых форм. Эстетические, литературно-художественные пристрастия и интересы юного поэта были неразрывно связаны с проблемами нравственности, морали. Источником вдохновения явились так называемые вечные вопросы. Это вопросы жизни и смерти, любви и ненависти, добра и зла и так далее. В поэтической вселенной Константина Иванова поэма «Нарспи» занимает вершинное место. Во-первых, по глубине и масштабам философского осмысления духовно-нравственного и социального бытия чувашского народа она не знает себе равных. Во-вторых, несмотря на то, что изображенные события и хронотоп поэмы имеют исторически реальную основу, каждая малейшая ячейка идейно-художественной структуры произведения дышит и пропитана воздухом мифа. Как будто автор черпает свои идеи и образы из только ему ведомых и видимых колодцев вечности. Нарспи – глубоко народное произведение, написанное в лучших традициях чувашского народного творчества. Поэма обладает замечательными художественными достоинствами, которые обеспечивают ее прочный успех и долгую жизнь. Так писал критик Иван Сестримский после ее выхода на болгарском языке. Действительно, поэма «Нарспи» открыла дорогу к сердцам многих народов мира. Через русские переводы она прочно вошла в сокровищницу общечеловеческих эстетических ценностей. На русском языке она вышла в 6 переводах таких мастеров слова, как Пятаки, Паймен, Хузангай, Иринин, Жаров и Смолин.
Поэма переведена на многие языки. Издавалась в Венгрии, Болгарии и других странах. Восторженно отзывались о ней Твардовский, Фадеев, Тычина, французский переводчик Леон Рабель и многие другие. Этот невероятный взлет поражает наше воображение, ибо в 3000 стихотворных строках встает целая энциклопедия чувашской жизни, писал в свое время Петр Петрович Хузангай. И отметил, анализируя поэму, особенностями этой поэмы отметил, это в первую очередь подлинная народность, высокая простота, композиционная стройность и колоритность пейзажа. Будущий поэт с момента рождения был связан с миром чувашской деревни. Точнее сказать, являлся частью этого пространства, созданного односельчанами. Созданию Нарспи, по мнению литературоведов и критиков, исследователей творчества Константина Васильевича Иванова, предшествовали записи вербальных текстов молитв, знахарских заговоров, а также сбор, систематизация сведений по истории семьи и издание родословного дерева. Поэма, по словам автора, представляет собой стихотворное предание, услышанное и записанное в родном селе. Научные труды чувашских литературоведов свидетельствуют и о других источниках создания поэмы. Юрий Михайлович Артемьев, известный чувашский литературовед, в своей монографии под названием «Константин Иванов. Жизнь, судьба, бессмертие» отмечает следующее. Константин Иванов уже в самом начале творческого пути был захвачен поэзией Лермонтова, которая дышит скепсисом и неизбывной печалью, где доминирует мотив одиночества, и герой сознательно бросает вызов времени, обстоятельствам и окружающей среде. Образы лермонтовских героев-одиночек, бунтарей и важнейшие философские идеи плавно перетекли в пластический художественно-философский мир, создаваемый Константином Ивановым. Когда поэт переводил строчки из стихотворения «Ангел», и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли, на чувашском это звучит таким образом: «Кунды киджем юрезем унджерине видеймень». Уже в душе поэт вынашивал образ бессмертной Нарспи. Она также в столь юном возрасте осознает несправедливость и несовершенство господствующих социальных и нравственных норм и предписаний мира, печали и слез. А поняв это, решительно встает против них. Виталий Григорьевич Родионов, тоже известный современный чувашский литературовед, в своей статье под названием «Этническое бессознательное в творчестве Константина Иванова-Кашкара и его современников» отмечает следующее. Образ женщины, девушки, борца за свою независимость, любовь, свободу представлен как в текстах фольклора, так и в письменной культуре. Подобный типаж мог войти в произрастающий творческий комплекс Константина Иванова и из реальной действительности начала XX века. Например, в те годы в деревне Кош-Елга был случай. В условиях безысходности одна чувашка отравила зельем своего ненавистного мужа. Вот как вспоминает Пиросковья Васильевна, младшая сестра поэта. Квинтилиан білдерне дорох, Нарспи сюжетне Константин, азан неренилтне, волхы жаплашу плаче. Константин хужылгара был начух, перарам хыйн курайману бышкине на аргамаш парза велернишин жень илтне. Шага онан жугы жибе, Нарспи поэман нигезе шупланать.
Пиросковья Васильевна пишет, значит, в письме. По сообщениям младшего брата Квинтилиана, сюжет для Нарспи Константин Васильевич Иванов услышал от бабушки. Бабушка рассказала, что одна женщина отравила своего ненавистного мужа. И, может быть, как раз вот это и послужило как бы основным мотивом для написания поэмы, сообщает Пиросковья Васильевна. Еще очень интересный факт отмечает Виталий Григорьевич Родионов в своем труде. Константин Васильевич Иванов очень любил свою тетю Евгению Николаевну, которая очень много помогала ему в свое время, обучала его. Она же помогла поступить как бы будущему поэту в Симбирскую Чувашскую учительскую школу. Вот. И в своем труде он отметил следующее. С бывшими одноклассниками любимой тети Константина произошло трагическое событие. По настоянию инспектора Симбирской Чувашской учительской школы молодая учительница Агриппина была насильно выдана замуж за горбатого учителя школы. Вскоре непокорная жена застрелила нелюбимого супруга, а сама попала в психиатрическую лечебницу. Константин Иванов ведет в ней спор не только с этнокультурной архаикой произведения, как интерпретирует большинство исследователей, а прежде всего с ее разрушителями, для которых превыше всего личное материальное обогащение. В образах Нарспи, Сетнера и Сентии органично синтезированы этническое, чувашчуния, душа чуваша и общечеловеческое, любовь к ближнему по духу, уважение к человеческому достоинству и чувствам. Создавая эти этноуниверсальные образы, поэт чувашской художественно-поэтической практики открыл такой философский принцип, как всеобщность особенного. При таком понимании свой мир Нарспи, Сетнера и Сенти обретает общечеловеческое значение, а мир Тахтамана и Мегедера – антигуманистический смысл. В результате подобной универсализации чисто национальных локальных образов они органично вписаны в этнокультурное пространство. Произведение становится понятным любому человеку всех типов человеческих цивилизаций. Несомненный интерес представляет и высказывание следующего литературоведа чувашского Галины Алексеевны Ермаковой. Она в своей статье «Трагическое» в поэме Константина Иванова «Нарспи» отметила: в поэме Константина Иванова «Нарспи» рассматривается проблема трагизма человеческого существования. Представляются мотивы философии экзистенциализма. Извините, пожалуйста. Поэтому, как видно из текста, было свойственно ощущать трагичность индивидуального человеческого существования. Он через образ Нарспи показывает не только свет, но и мрак человеческой души, боль человеческого существования. В поэме актуализирована тема отпадения человека от промысла Божьего, нарушения высшего нравственного закона. Пребывание мира во зле иллюстрирует главы, где говорится о негативном отношении к дочери отца и матери Нарспи, где описывается разгул Агрзамана, убийство отца и матери Нарспи Сетнера. Забывание промысла Божьего приводит к повышенной хаотичности бытия, к морально-этической дезориентации людей,
к утрате способности различать добро и зло, потере порядка, а его терять с точки зрения народной философии и Библии нельзя. Таким образом, мы можем сказать, что Ивановым осмысливается ведущий мотив литературы, мотив выбора жизненного пути. По мнению Ермаковой, сам бунт Нарспи Константином Ивановым сакрализуется, получает оправдание. Жители Сельби не забывают Нарспи. Ее могилу в засушливый год поливают водой, вспоминают ее песни. Чувство вины за содеянное зло понуждает Нарспи принять на себя ответственность за все зло человеческого бытия. К очищающему душу великому страданию она сделала шаг. Крестную ношу она пыталась вынести, но не смогла. А кто смог в поэме? Народ Сельби смог, утверждает Ермакова. Поэтому ему и открывается в поэме истинное знание, умение жить по закону Божьему, умение прощать и помнить, сохранять порядок. Следует сказать и то, что, изображая отдельные лаконы, Константину Иванову удалось представить жизнь России в целом в конце XIX – начале XX веков. Образуя антиномию Божьего, не Божьего начала, поэту удалось показать метание главной героини между добром и злом, ее неимоверные страдания, сказав тем самым, что путь человека в этом мире противоречив, неоднозначен, что он вольно или невольно встречается с проявлениями зла. Иногда сам творит его, оставляя нам наказ: творите добро, что дается также весьма нелегко, ибо каждый из живущих есть сосредоточие и зла, и добра. Весь вопрос в том, какой выбор осуществит человек. Но все же концепция исторического процесса с точки зрения Константина Иванова – это концепция вечного возрождения, не порочного круга, а гармонии, любви и через них познание полноты бытия. Действительно, по накалу страстей и степени напряжения коллизии поэма обретает размах, характерный для героев трагических произведений мировой классики. И было бы неправильным искать на РСПИ совпадения с фабульными перипетиями, жизненными ситуациями и композиционными приемами, имеющими место в произведениях, например, Данте или Шекспира или других авторов. То, что их сближает, это прежде всего проблема жизни и смерти, добра и зла, неземные страсти и ревность на грани безумия. Средоточие и трагическое стечение именно этих аспектов бытия позволяет утверждать, что Константин Иванов сумел чувашское национальное литературно-художественное сознание включить в диалог с величайшими творениями общечеловеческой культуры. Нарспи, отстаивая свободу личности, столкновение с антигуманными и консервативными силами, погибает. Перед нами уникальный в чувашском искусстве случай. Переход гибели в воскресение, то есть беспрецедентный способ утверждения бессмертия. Жизнь Нарспи продолжается в сознании народа. Пока он жив, ее образ не поблекнет. Любовь для Нарспи и Сетнера – смысл
и содержание подлинного бытия. Решительно идя навстречу этому зову, они гибнут. В поэме от начала до конца выдержано высокое, наполненное трагического звучания начало. Поступки Нарспи и Сетнера укрепляют в людях веру в победу разумных светлых начал в человеческих взаимоотношениях. Константин Иванов глубоко постиг законы эстетики и психологии. Он тем и велик, что сумел подняться над бытом и буднями и мыслит масштабами бытия. Поступки, действия, внутренние монологи Нарспи нельзя понять и объяснить вне категорий возвышенного и трагического. Даже совершая убийство Тахтамана, она руководствуется требованиями высокого гуманизма и подлинной нравственности. Дело в том, что пластические приемы, свойственные великим мастерам искусства, необычайная мощь психологического анализа, которыми автор овладел в совершенстве, являются той загадочной силой, которая удивительным образом действует на читательское восприятие, на его сознание и подсознание, властно управляя ими, облагораживая и очищая. Философская мысль Константина Иванова органично сливается с идеями Шекспира. В голосе Гамлета слышатся трагические нотки рефлексий Нарспи. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться? Нарспи и Сетнер, выбрав путь сопротивления, навечно обессмертили свое имя и преподали будущим поколениям бесценные уроки гуманизма. Не зря Мустай Карим, народный поэт Башкортостана, отметил: «Я никогда не перестану удивляться и поражаться чуду, имя которому Константин Иванов. В Иванове я вижу высшие проявления раскованного, творящего духа нации. Он дал беспредельную свободу чувашскому слову и долговечную жизнь ему. Это был неповторимый взлет». И, подводя итог сказанному, нужно отметить, что творческое наследие Константина Иванова – это явление животворное и загадочное. Оно, как любое творение, отмеченное божественным вдохновением, не подвластно тлетворному воздействию времени. Пытливому глазу читателей каждого нового поколения художественный мир поэта открывает новые и новые горизонты, формирует чувство красоты и гармонии. Петр Петрович Хузангай написал, и действительно эти строки его стихотворения показывают нам, что слово, живое слово Константина Иванова живет с нами. Каждый раз заставляет нас задуматься о жизни, о поведении, также о проблемах жизни и смерти и так далее. Вот он написал: «Пройдут года, пройдут десятилетия, живую память время не сотрет, поэта слава ширится на свете,
она достигнет мировых высот. Пока чуваш зовет себя чувашем, и ласковое слово светит нам, холодный пепел времени не страшен, чудесной песне, пламенным словам. Вот таким образом выразился Петр Петрович Хузангай о Константине Иванова. И, конечно же, еще раз отмечу, чувашский народ, и русский народ, и другие народы удивляются, восхищаются творчеством Константина Васильевича Иванова. Угу. У меня все. Пожалуйста, если есть вопросы, можете задавать. У меня есть вопрос. Ага, А вот скажи. насколько, вот Мгм. насколько вот это вот бунтарство на РСПИ было новаторское, ну, когда была написана эта поэма, насколько это было новаторски для того времени? То есть были какие-то подобные герои? Ну, то есть именно вот в бунтарстве. Ага, дух бунтарства, значит. Спасибо за вопрос. Мгм. Очень интересный. Действительно, опять там в свое время многие чувашские литературоведы как раз вот о бунтарском духе Нарспи отметил, как я уже сказала здесь, и Юрий Михайлович Артемьев, и Виталий Григорьевич Родионов. До этого еще мы знакомимся и трудах Михаила Яковлевича Сироткина и многих других. Значит, конечно же, как я уже отметила, когда учился Константин Васильевич Иванов, он, вот как отмечают, вспоминают, да, о нем, очень много он читал. И вот под его партой висел листочек, где он записывал каждый день, вот чьи произведения он читал. И список у него был очень полный, интересный. Там как раз и можно было увидеть фамилии Шекспира, да, как я отметила, Данте и так далее, и так далее. Мировую литературу он очень хорошо знал, мировую литературу. Он знал, значит, героев с бунтарским духом, так скажем. Вот известные, например, имена, да, мы знаем с вами, и Ромео и Джульетта, Лели и Маджнун, и другие. И вот как раз отмечают, что Константин для того, чтобы создать этот образ, своеобразный образ, вот эти как бы персонажи из этих произведений как бы ему помогли, открыли путь. И в то же время он хотел как бы показать через образ чувашской девушки, через образ чувашской женщины, что можно как бы противостоять всему вот этому большому злу, так скажем, и показать именно через свою жизнь, взяв на себя, как вот здесь я соглашаюсь как бы, да, словами Галины Алексеевны Ермаковой, все зло человеческое через себя вот это все пропустить и своей жизнью это показать, что возможно вот изменить все-таки мир к лучшему. Вот так можно утверждать, как бы, если. Ага. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я читала, что имена в Нарспи языческие, ну, если я не ошибаюсь, то есть имена, которые на тот момент уже не использовались у чувашей. Какое значение это имеет, почему именно так решил поступить Константин Иванов, и есть ли в именах какие-то дополнительные там черты характера персонажа, как-то, ну, есть ли какой-то смысл вот в их именах, как-то, может, они специально выбраны именно такие? Угу. Спасибо за вопрос, очень интересно тоже. Угу. Значит, об особенностях имен этих персонажей тоже у нас как бы в критике, в чувашском литературоведении существуют различные работы. И вот если вот возьмем, например, имя Нарспи, да, Нар это переводится как красивая, хитре и лемле, красивая, пи – это девушка, красивая девушка. Действительно, здесь в слове, значит, красивая – это только писатель для чего? Вот именно выбрал это имя. Значит, имя как бы раскрывает суть, внутреннюю суть героини, нашей героини. Она красива не только внешне,
она красива и своими делами. Вот если мы возьмем поэму, в начале поэмы есть такой эпизод «Сара Гер», «Краснодевица». И здесь как раз поэт вначале описывает ее внешнюю красоту и как она, вот как истинная чувашская девушка, трудолюбива, как она рано встает, умывается, приводит себя в порядок, принимается сразу же за работу, как бы она трудом еще красна, красива своим. Кроме этого, еще имеются такие моменты. Как бы без нее ни одна игрище, хоровод, чувашский хоровод в деревне не начинался. То есть она очень красиво пела, очень красиво могла преподать себя, показать. Она была образцом для других девушек, как бы. И здесь вот ее красивый голос, ее красивое поведение, вот это все тоже как бы указывает, то есть внутренний дух, красота духа, человеческого духа, вот это имя тоже как бы тоже помогает нам раскрыть. Об этом вот писала, например, Елена Алексеевна Лебедева, вот ее трудах вы можете, ее труды почитать, вот Юрий Михайлович Артемьев тоже и так далее, и другие исследователи, сейчас не все имена, конечно, я перечислила, вот, еще здесь мы встречаемся с вами, да, значит, имена следующих героев. Это Сетнер, Сенти, Тохтаман. Тохтаман это как бы будущий муж, ну, не будущий, а муж Нарспи. Тохтаман, если дословно перевести, Тохта, постой, остановись. Тохтаман, не спеша, не человек, который не спешит. Дальше Мигедер, отец Нарспи, мать Нарспи, вот, и Сенти, маленький мальчик, здесь он видим, здесь многие исследователи показывают, в этом мальчике как бы показан духе именно этого мальчика, через имя тоже как бы показывается, вот, какой он чистые помыслы, как он умеет, сопереживает за Нарспи, как он хочет ей помочь, то есть вот эта чистота помыслов в этом имени как бы тоже как бы заложена, говорят исследователи. Вот. На каждом имени можно таким образом остановиться, то есть не просто так придумал, да, не просто так взял имена, каждое имя является своеобразным зеркалом, да, для раскрытия именно внутреннего мира персонажа. Еще помогает раскрыть суть основной проблемы как бы поэмы. Вот так можно утверждать. Угу. Так. Еще есть вопросы? Угу. Пожалуйста, я слушаю. Вопросы, если что, можно писать и в чате. Я их прочитаю, озвучу. У кого есть. Так, пока не пишут вроде, да? Угу. Как я понимаю, вопросов больше нет. Спасибо большое, что пришли послушать лекцию. Спасибо, Ольга, что поделились. Спасибо вам. Мне было очень приятно выступить перед вами, поделиться с мыслями известных наших литературоведов, своими мыслями. Конечно же, поэма Нарспи действительно заставляет каждое время, да, по-разному. Вот Юрий Михайлович отмечает, каждая эпоха по-разному или каждое время по-разному открывает особенность этой поэмы. И по-разному предстает перед нами образ Нарспи, но все равно вот это вечное, ценное, оно всегда как бы лежит в основе. Вот. Она дает бесценный урок гуманизма. Вот я бы согласилась здесь словами Юрия Михайловича Артемьева. Любить человека, любить добрую, настоящую душу человека, вот, понять его, помочь ему и так далее, и так далее. Вот эти вопросы, как бы вечные вопросы, заложены в этой поэме.
И таким образом 17-летний молодой человек сумел вот это все отразить. Это, конечно, очень удивительно, удивительно. Вот все-таки Юрий Михайлович Артемий говорит, в нем это божественное начало, которое он с малых лет питал как бы на своей родине. Вот вы на слайде увидели, да, какие просторы, поля там и так далее, и так далее. Вот это все ему помогло понять особенность как бы мира, особенность человека в этом мире уловить. И, конечно, то, что он вот собирал, фольклорные тексты, знакомился, через них понимал суть человеческого, так скажем, особенность человеческого поведения. И, конечно же, образцы мировой литературы, конечно же, тоже открыли ему дорогу, тоже помогли. И вот он таким образом смог раскрыть суть человеческого существования, и поэтому мы до сих пор говорим, не перестаем удивляться и так далее, восхищаться персонажами, проблемами, мотивами этого произведения. Мгм.